Чебоксары, Театральная площадь. Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова. Очень часто бываем. Как удается билеты достать? Так вот сейчас сюда хотим, но билетов нет. Вот. Бабусь, далеко приехали? Издалека? Ой, издалека, из Канаша. Все равно билет нет, вот. Вот как бы нам не опустить эту планку. Главное в театральном эксперименте – это все-таки самостоятельность. И в отношении финансовом, и в творческом, и в решении социальных вопросов. Во всем. Условия эксперимента дают руководителям театра поощрять людей материально. То есть стимулировать их как-то. И прежде всего актеров. Вот это, мне кажется, самое важное. Потому что актер – главный персонаж в театре. И поэтому, если уж поощрять труд работников театра, то, конечно, прежде всего труд актеров. Антагала. Салам! Вы слушаете, а теперь еще и смотрите уже второй сезон подкаста «Антагала», где мы знакомимся с людьми, делающими интересные проекты в регионах. Сегодня у нас очень необычный выпуск, выездной, гостевой. Мы находимся сейчас в стенах Чувашского драматического театра. И наш сегодняшний гость – директор Чувашского драматического театра Елена Васильевна Николаева. Елена Васильевна, салам! Салам, Ирыгун Булдар. Очень, мне кажется, такая интересная тема, да, Чувашский театр. Но для начала я бы хотела у вас узнать, чем вообще занимается директор театра. Звучит так прям громко, солидно, да, но хочется вот понять, из чего строится работа. Ну, директор, наверное, он как большой завхоз, за все отвечает. С улицы начинается работа и до кабинета. Нужно контролировать все, но благо не надо контролировать, все знают, но все равно какая-то рука должна быть. Здесь очень хорошо выстроено, здесь каждый знает свое дело, но какие-то планы, какие-то анализы мы делаем еженедельно, строим цели, задачи, идем к целям, поэтому еженедельно мы встречаемся. Поэтому благодарна руководителю, который работал до меня, за выстроенную работу. Очень люди на местах. А вот интересно еще узнать, я прочитала, да, что вы по образованию вообще учитель чувашского языка. Да. Как вы оказались в театральной сфере? Это очень, наверное, для меня тоже иногда большой вопрос. Наверное, судьба, потому что я человек очень коммуникабельный, и я с детства в театре, в школе, на сцене, в деревне тоже на сцене была. Я с 1 класса ходила в клуб, сельский клуб. Я родилась в деревне Верхний Очаг Ядринского района. Эту деревню колхоз Ленинский Искр, наверное, все знают. Тогда был легендарный представитель колхоза Айдак Аркадий Павлович. Он все условия сделал для того, чтобы дети развивались. У нас в маленькой деревне очень много было секций, кружков и так далее. Здесь танцевальный кружок был, театральный кружок был, здесь школа изобразительного искусства была, у нас конно-спортивная школа была. Поэтому развивайся как хочешь. Мои родители не препятствовали, они всегда говорили, нужно взять всегда лучшее от человека. Когда в школу пришел к нам Григорий Сергеевич Долгов, это наш односельчанин, но он тогда работал уже хореографом в Чебоксарах, пригласил его наш Аркадий Павлович и пригласил нас всех детей в клуб на первую встречу. И мы с этого времени, я до 11 класса танцевала, а потом в это время куда только мы не ездили. В то время, это я в 80-м году в школу пошла, в это время мы побывали на фестивалях в Алатыре, в Канаше, во всех городах Чувашской республики и за пределы, в Мордовию, в Москву ездили. Поэтому это для меня это очень близко. Когда пошла учиться, тоже это было, как-то, знаете, я никогда не хотела быть филологом. Я человек очень с математическим мышлением. Но так получилось, я в 11 классе однажды, единственный раз получила на экзамене 3, представляете? Я всегда была да, математика, а вообще хотела пойти в физмат.
И я обиделась на учителя, а до этого у меня были хорошие оценки, были по литературе, по языку, по чувашскому. Я участвовала в каких-то конкурсах, у меня были дипломы. Я просто пошла в апреле месяца, в 11 классе я в апреле поехала в ЧГУ, и я получила первое место по чтению поэмы. И я уже знала, что они сказали: вы приходите, мы вас возьмем. Поэтому, когда я уже обиделась на учителя, я подала в филфак. Когда я поступала, это был исторический факультет. Когда я училась, уже разъединили и стал факультет чувашской филологии и исторический. Я уж пошла, конечно, на чувашскую филологию. После третьего курса я ушла учиться, работать в школу. Но я вышла замуж, опять-таки, за артиста. Вот, знаете, да. Я оттуда далеко не ушла, и поэтому, опять-таки, театр со мной. Я окунулась в театральную жизнь, и в какой-то момент я поняла, что в школе уже я все достигла, и мне стало неинтересно. И я стала работу искать, и я попала в Дом народного творчества. Тогда работала директором Альберт Николаевич Сергеев. Он с распростертыми руками меня пригласил к себе на работу, мы там работали. Когда организовали дирекцию культурных программ, я была, наверное, вторым работником. Первым работником был Матросов Максим Юрьевич, и меня пригласил он к себе. И так мне понравилась вот эта среда культурная. Ну, естественно, я все премьеры смотрела в оперном театре. Я старалась смотреть спектакли Чувашского драматического театра. Но ни разу не была я в театре юного зрителя. Представляете, в то время, потому что этот театр юного зрителя уже уехал во дворец тракторостроителей. Далеко расположился, и мне или лень было, или как-то времени не было доехать до театра юного зрителя. Лизакова Роза Михайловна меня пригласила однажды и говорит: вот надо взять театр юного зрителя. Я очень сильно подумала, дома с супругом, семьей обговорила. И сказали: раз предлагают, надо идти, надо попробовать. И вот сколько уже лет? Уже я 14 лет директором театра юного зрителя. Мне это очень нравится. Мне нравится творить, мне нравится работать с людьми. Я сама расту, я сама, знаете, много чего получаю. Вот поэтому и легко, мне кажется, работать. Мне не так сложно, потому что меня окружают очень замечательные люди. Хоть в театре юного зрителя, хоть в Чувашском драматическом театре. Они любят свое дело, они хотят видеть что-то хорошее. И я тоже иду с ними в одну сторону. А в ТЮЗе, когда вы пришли, там уже были чувашские постановки, или они потом стали как-то добавляться? Я, когда пришла, конечно, театр юного зрителя, он, знаете, был немножко, там некомфортно было, потому что, во-первых, они находились во дворце, там тысячный зал, было очень сложно собирать зрителей. Большое пространство, да. Выходных у нас не было практически людей. Тогда же не было маркетингового отдела, это сейчас модно стало. Тогда были администраторы, тогда были афиши, были расклейки и так далее. Тогда были еще правкомы еще были. Мы работали, но все равно от расположения тоже много зависит. Но все равно мы стали работать. К нам пришел Иосиф Александрович Дмитриев, когда я пришла в 2011 году, в 2012 году пришел Иосиф Александрович Дмитриев. Он был главным режиссером театра юного зрителя, когда я пришла. Я его выбрала, и мы работали. И он очень любил свой язык, свой народ, вот все любил, все чувашское. Поэтому он сказал: я буду ставить только чувашские спектакли. И вот у нас появились новые постановки на чувашском языке. Они были хорошие, вот «Через замах» вспоминаю я. По поэзии, по чувашским поэтам он поставил спектакль. Сказки появились чувашские. Да, сложно было продавать, но тем не менее люди подтянулись. Когда уже узнали мы, что нам дадут новое издание, а вы знаете, нам было уже 85 лет, 85-й пошел, наверное, у нас до сих пор не было своего здания. Это так страшно было, потому что все-таки театр должен иметь свое здание. Когда у нас появилось свое здание, и мы переехали в бывший кинотеатр «Сесполь», мы были рады. Мы понимали, что мы приехали, и там много чего надо делать, надо ремонтировать. И нас это не останавливало. Я сказала: давайте, мы собрались всем коллективом, сказали: давайте мы сами. А нам дали в ноябре, через месяц у нас Новый год. Я сказала: мы будем Новый год здесь справлять. Мы делать будем спектакли здесь, показывать. Они говорят: как у нас, ни сцены нету. Появились друзья, нам дали сцену, сборно-разборную в малом зале, и мы поставили спектакль «Морозко». И вот работа пошла, и вы знаете, и как только мы Новый год встретили, а до этого мы почистили, убрались, покрасили где-то, поставили сцену, афиши появились новые за 1 месяц. Народ пришел, новый народ. Народ, знаете, тот, который к нам не приходил.
это интеллигенция северо-западного района. И к нам заходили и говорили, это же был кинотеатр Сесполя, вы не закройте кинозал. И у меня зародилось, а почему бы нет? А мы ведь сохранили там кинозал тоже. В 2016 году нам в конце года дали, в 2017 году мы уже запустили малый зал как кинозал. И вы знаете, после Нового года объявило Министерство культуры проекты, нацпроект «Культура» появился. И там надо было быстро составить смету. Мы, конечно, изначально составляли смету, мы же прикидывали, сколько уходит денег. У нас была сметно-проектная документация, по-моему, на 12 миллионов. А мне говорят, вы не можете больше делать? Я говорю, конечно, можем, но есть ли деньги? Мы состыковались с Министерством культуры России, сказали, да, так вот проект есть, пишите, что хотите. Как раз поддерживать детские театры. Я была рада, мы там стали писать смету, там составлять. И вы знаете, где-нибудь в феврале, что ли, там, по-моему, в конце февраля нам дали 47 миллионов. Я была рада до невозможности. Я говорю, ну надо же, нам здание дали. Дали 47 миллионов денег дали. И вот началась веселая жизнь. А никто не отменял план. План ведь тоже надо выполнять. Я собираю свой коллектив, говорю, вот знаете, нам дали вот эти деньги, дали. Нам план нужно составлять, мы не имеем права. И все сказали, никто из них не сказал, нет, мы это делать не будем. У нас ремонт шел, например, в фойе, мы репетировали в зале. Если в зале идет ремонт, мы репетировали в фойе. У нас выезда были. Мы за полгода отремонтировали театр юного зрителя, бывший кинотеатр Сесполь. Было очень сложно, потому что у меня нет образования строительного, но я все научилась, всему научилась. Я приходила на работу в 6 утра, уходила в 12 ночи, потому что понимала, за короткий срок мне надо было выполнить, а там дают срок, и в срок надо уложиться, правильно уложиться, там торги должны быть. Поэтому, слава Богу, все так получилось, и у нас полноценный театр появился. И у нас началась новая театральная жизнь. И мы понимали, что театр, он не закрытое пространство. Театр должен говорить сегодняшним языком, он должен развиваться, а развиваться может театр только когда общается с другими. У нас появился фестиваль свой. Мы, конечно, этот фестиваль запустили даже в ДК «Строителей». Это было сложно, но тем не менее мы с Иосифом Александровичем тогда уже думали, что закрываться не надо, нужно это делать. И что за фестиваль так называется? Адал Юмахи, тогда «Волжские сказки». Потом мы переименовали, а сейчас он звучит как «Сесплифест». Сейчас очень фестивальное движение это приветствуется. И мы увидели себя со стороны, что мы тоже можем. Мы за короткое время сделали такие спектакли, как «Любовь и ненависть», «Шинель» сделали с приглашенными режиссерами. К нам приезжали с разных регионов. Мы работали с режиссерами с Башкортостана, с Мариэл работали, с питерскими режиссерами работали, с московскими работали. Артисты, как будто их, знаете, подменили, они другими стали. Потому что каждый режиссер привносит свое, новое. Это нам понравилось. И мы даже на 3-м фестивале у Безрукова, Сергея Безрукова, у него есть свой детский фестиваль. Мы выиграли 1-е место, как музыкальный спектакль, со спектаклем «Шинель». Но у нас потом пошли, конечно, другие фестивали. Мы в прошлом году слетали и в Иркутск слетали, в Москву несколько раз ездили. И у нас появились друзья, появились новые режиссеры, новые композиторы, новые художники. И мы познакомились еще и с Борисом Наиминовичем Манжиевым. Он сейчас наш друг. В театре юного зрителя ставят уже, по-моему, 4-й спектакль. Как раз вы посмотрели спектакль «Шингунаджи», «Сын нового дня». Спектакль очень интересным получился для молодежи, стильный. Хочу сказать, что по выходным у нас мест нет. Мы до этого дожили даже. И поэтому, когда говорю своему коллективу, что мы все-таки, знаете, говорю, мы добились того, что мы хотели, они говорят, да. И на самом деле радует это. А по поводу «Сын нового дня» спектакля я хочу сказать, что мы к этому шли уже давно. Мы давно говорили, что как это, мы уже с 1999 года имени Михаила Сесполя, у нас про Сесполя, к сожалению, спектакля не было. У нас есть музей Сесполя, есть кинотеатр Сесполя, у нас есть театр имени Михаила Сесполя, у нас есть улица, но, к сожалению, такого полноценного спектакля не было. Наш главный режиссер Байрас Надимович Ибрагимов, он поставил такой перформанс из стихов. Тоже хороший, он выездной спектакль, мы выезжаем с этим спектаклем, нас хорошо встречают в городах, районах республики, но такого полноценного не было. А у нас и пьес-то не было. И мы подумали, сам Сесполь, он тоже, у него очень такая интересная судьба, короткая, очень яркая. И мы очень долго искали, кто же может это написать нам.
И А вы заказывали я специально заказывала пьесу, и мы нашли Марину Корягину, она на самом деле креативный, молодой, еще молодой писатель, поэтому она согласилась, сказала «да». И я стала искать, кто же может поставить. К сожалению, наверное, на сегодняшний день, к сожалению, в нашем театре не было такого режиссера, который мог бы поставить именно для молодежи. Но мы уже были знакомы с Борисом Аминовичем Манжиевым, мы его знаем уже с 2014 года. Он у нас недавно поставил «Куку Кущоли», «Шуржамга» поставил по произведениям Юхмы. Мы с этими спектаклями уже были где-то победителями, уже были в Москву, ездили, нас уже знают. И он, хотя ему 65 лет, но он очень умеет находить ключик к молодежи. Я поставила задачу, какой спектакль надо нам, для кого надо, для чего надо, потому что если не мы будем передавать молодому поколению, то кто? Все знают, что 125-летие Михаила Сеспля, кто он такой, какова его была жизнь, никто не знает. Версий очень много. Мы тоже версию показали, но мы показали эпоху и человека показали. Да, он так очень сплетен. Да. Хорошо. И вот, когда Борис Аминович сказал, давайте мы молодых приглашаем именно художника, художник у нас Маша Щуплецова из Питера, она креативный режиссер, именно молодежный, не режиссер, а художник. Пригласили режиссера по пластике Рамизу Санировну из Башкирии, художника по свету пригласили из Питера, Галкина. Музыка-то нужна, Андрей Галкин наш, чувашский композитор. Вот такая была команда. Интернациональная. У нас всегда что-то в последнее время в Театре юного зрителя происходят какие-то интернациональные проекты, они хороши тем. Каждый приносит какую-то свою лепту. Поэтому я думаю, для меня он очень... Я не смотрела до победного, смотрела только премьеру, и я открыла еще одну страничку Бориса Аминовича Манжиева. Он ведь очень разносторонний. И наши артисты заиграли по-другому, вы понимаете? И они сами чувствуют, что они растут. Вот как растет у нас, я вижу, Леонид Ергейкин, заслуженный артист Чувашии. Вижу, как растет Дмитрий Михайлов, Венера Пайгельдин. Я за них очень рада. Потому что, когда приезжает к нам на постановку кто-то, он что-то приносит для нас. Я как директор тоже учусь. Для меня это очень важно и нужно с ними общаться, как они общаются, как они много знают. Я тоже в процессе. Поэтому, когда приезжают люди, для меня это счастье и праздник. Это здорово. Я очень хочу. Язык чувашский, кстати, я вот как зритель хочу сказать, не владею в совершенстве, владею как бы так немножечко, наверное, на бытовом уровне, но и там язык звучал очень классно. Вот это Марина Корягина. Малала, Да. то есть там его можно расхватить на цитаты какие-то, выучить. Да. Это прям очень... Но там язык Марины Корягиной, поэтому и получилось, наверное, то, что хотели мы. И пьесу будут переводить на русский, так понимаю, да, с чувашского? То есть изначально писалось на чувашском. Нет, там есть синхронный перевод, мы переводить не будем. Переводить мы не будем. Почему? Потому что Михаила Сеспеля играть на русском это, наверное, не так хорошо, не так правильно, я думаю. Надо все-таки играть на чувашском языке. У нас такой красивый язык. Да. Когда я езжу по регионам, вот я часто бывала сейчас в последнее время в Калмыкии, нас приглашали часто на фестивали, я тоже ездила. И там у них не такой большой город, Элиста, там всего 100 с чем-то тысяч живет, но они разговаривают на калмыцком языке. Как-то однажды мы шли по улице, и идет молодая пара. И я иду за ними, и они говорят по-калмыцки, я слышу. А потом я остановилась и говорю: молодые люди, как вы знаете? А молодой человек сказал: если не мы, то кто? И мне кажется, почему? Мне тоже хочется сказать, если мы не мы, то кто? Если язык мама, язык Сеспеля не будем передавать, то кто передаст дальше? Поэтому я тоже хочу, чтобы в Чувашском драмтеатре тоже у нас появились новые проекты с новыми людьми. Очень хочется передавать классику, чувашскую классику, там очень много всего. Нарспи нужно обязательно вернуть на сцену. Надо вернуть Ильбек Мугулай Хурашигар, надо вернуть. Надо Артемьева Саламби надо вернуть. Много вернуть. Потому что я знаю, мой старший сын, поверхностно моему старшему сыну 30 лет, поэтому он поверхностно знает чувашский язык и чувашскую литературу, хотя говорит он хорошо. Но это младшие 14-летние двойняшки, к сожалению, они не знают. Знают Нарспи, я описала, знают они, но они не видят. Надо показывать и не упустить бы это время.
Поэтому мы тоже сейчас открываем свои двери Чувашского драматического театра. Мы на сегодняшний день, у нас очень большие планы. У нас сейчас появился свой фестивальчик. В прошлом году мы провели первый фестиваль чувашский Чигеш. Как он прошел? Довольно, но у меня, знаете, у меня на подготовку не так много было времени. Да, я пришла только-только, меня через месяц сказали, что давайте что-то еще глобальное сделаем. Я сказала, кроме фестиваля я ничего пока не вижу. И мне помогли мои друзья. Я же состою еще в Ассоциации национальных драматических театров. Это такая сплоченная команда во главе Валерием Фокиным. Это Александринский театр, художественный руководитель. В Петербурге, да. Очень много сейчас национальных драматических театров. Когда я была в Саранске, это было, наверное, конец уже сентября, я объявляю, что у меня в ноябре будет фестиваль. Я говорю, я, конечно, понимаю, у каждого театра план уже сверстан, знаете, на полгода вперед. У нормальных людей, потому что там постановки, кто-то приезжает, какие-то съемки и так далее, они смотрят на меня. Через 1,5 месяца? Я говорю, да, через 1,5 месяца. Я говорю, я, конечно, понимаю, что без вас я не могу. Они сказали, конечно, мы с вами рядом. Я когда приехала, через неделю уже у меня была программа, программа фестиваля. И Калмыкия, и Татарстан, и Башкортостан у меня здесь, и Азербайджан. Вы знаете, так было приятно, что они откликнулись, и они сказали, что мы помним Веру Кузьмину. Она такая была яркая. Вот, знаете, вот это все сложилось так хорошо, и мы провели праздник. Первый праздник, потому что на нашей сцене звучали такие разные языки, они такие красивые. Они так хорошо нас зарядили, и мы так, наверное, всех завлекли, наверное, что наш глава Олег Алексеевич Николаев нам даже указ издал, что мы этот фестиваль будем проводить раз в 2 года. Мы безумно рады. Это, во-первых, там деньги есть, во-вторых, это мы уже должны были что-то делать, потому что театр на сегодняшний день уже открыл свои двери 106-го театрального сезона. К сожалению, своего фестиваля не было. А мы очень богатый народ. У нас здесь очень много всего интересного. У нас свои истории, традиции, язык красивый. Какие пьесы у нас хорошие, если мы доведем на это до зрителей. Кстати, да, нужно просто сейчас небольшую ремарку хочу сказать тем, кто нас слышит и не знает, что такое фестиваль Чигеш. Это был в ноябре, по-моему, если не ошибаюсь. Да, в ноябре. Да, в театре, драматическом чувашском фестиваль национальных театров. Куда приезжали не только Национальный театр России, но вот и Азербайджан, то есть, получается, и зарубежные гости тоже были. Имени Веры Кузьминой. Ну, вот как одна семья мы тогда работали, и они сказали, что да, мы еще хотим, мы сами хотим, мы еще хотим эти границы расширить, мы хотим международное делать, потому что помнят и Веру Кузьмину, Национальный театр очень сплоченный, они коллективы, народ, и они всегда откликаются. Вот сейчас, например, мы едем на фестиваль Туганлык в Уфу в мае. Пригласили театр юного зрителя со спектаклем «Кукукущули» по произведению Михаила Юхмы. Очень хороший спектакль, на самом деле. Советую прийти посмотреть в театр юного зрителя. Вот, они тоже делают, они понимают, что сейчас это важно и нужно, потому что в непростое время живем. Все-таки театр, он и сплачивает, и направляет, и учит, мне кажется. Поэтому мы тоже будем делать, и нас приглашают, это нас радует. А вот вы так вскользь сказали, что вы состоите в Ассоциации национальных театров. А чем вообще занимается ассоциация? Какая-то там взаимопомощь, взаимовыручка, может быть, какие-то кадры, не знаю, советы? Вообще мы рады, что такая сейчас организация есть. Взяли на себя, конечно, Александринский театр. Они молодцы, они увидели и услышали наши проблемы. А в национальных театрах очень много проблем. Это в первую очередь кадры. На самом деле у нас нехватка, например, даже художественных руководителей у нас маловато. Даже в театре юных зрителей художественного руководителя не было. Они делают образовательные какие-то семинары, форумы образовательные. Они обучают. Вот, например, с театра юного зрителя мы отправили Ахмед Наталью на обучение на художественного руководителя. Она уже все уже заканчивает, и полноценный работник приезжает к нам. Нам не хватает специалистов узких специальностей.
потому что здесь не хватает, например, художников, не хватает сценографов, не хватает звукорежиссеров, звукооператоров, видеооператоров. Сейчас же театр не на месте не стоит, мы тоже расширяемся, двери открываем, поэтому нам нужны и художники, нужны видеографы, художники тоже нужны. Поэтому они слышат, они проводят фестивали именно национальных театров. Сейчас они проводят, в этом году в Суздале, Владимире, юбилейные даты. Они нас собирают уже на 2-й конгресс. Мы едем в июне месяце. Туда приглашены ведущие национальные театры. Естественно, там отбор идет. Я знаю точно, туда едет Мордовский театр, едет Татарский, едет Александрийский сам приезжает, и, по-моему, Тувинский театр приезжает. Мы тоже хотим, поэтому нам нужны хорошие спектакли, хорошие режиссеры. Я думаю, что когда-нибудь мы тоже попадем. Они помогают даже нам, когда фестиваль мы организовывали, они тоже помогали. Давайте мы это сделаем, давайте мы поможем кого-то направить. Мы, когда будем делать фестиваль, не только фестиваль будем делать, Чигеч, но образовательную сторону тоже берем, потому что, когда к нам приезжают, а у них багаж очень хороший, большой, поэтому мы хотим, чтобы в вечернее время смотрели зрители спектакля, а в дневное время, например, наши артисты, наши специалисты могли обучаться. Мы можем пригласить, например, регионы ближайшие, наш Мордовия, Ижевск недалеко, Татарстан, Мариэл недалеко. Мы могли куставы такие делать. Поэтому они сказали, да, мы с вами рядом. Мы даже, когда какие-то проблемы есть, мы к ним звоним, они, как наши старшие братья, нам советуют, направляют. Поэтому мы очень рады. Иногда даже, знаете, когда собираются, когда мы просто делимся, анализируем, какие-то планы строим, ага, я думаю, это нужно взять на вооружение. Да, а это надо, да, у меня уже есть. Это, ага, даже это помогает. Поэтому я очень рада, что я туда попала. Нас там не так много руководителей, нас всего 7 человек, но я из Чувашии там, я благодарна. Я не знаю, конечно, по какому принципу... Нужно было как-то отправить заявку, или они просто пригласили? Нет, они сами пригласили. По почетно. какому принципу они, конечно, выбирали, я не могу сказать, но там Татарстан есть, там с Башкортостана есть, там с Чечни есть, художественный руководитель, директор, там я из Чувашии, Александринский театр, по-моему, Тверь, по-моему, что ли, тоже есть. Поэтому, когда мы собираем, а мы часто собираемся, мы ставим задачи, нам дают какие-то задания для того, чтобы мы могли это все организовать. Я там себя чувствую иногда ученицей даже. А мне это нравится. Да. Учиться нужно всю жизнь. Давайте сейчас вернемся вот к Чувашскому драматическому театру, в стенах которого мы сейчас сидим. Вот вы сказали, что только 8 месяцев здесь. Наверное, тогда поговорим больше о будущем, потому что пока такой небольшой срок, да, чтобы что-то анализировать. Первое впечатление, которое мне бросилось в глаза, когда я пришла в театр, это то, что здесь все говорят на чувашском языке. Ты заходишь в стены, да, и тебя чувашский обволакивает. Это настолько странно, что для меня это удивительное ощущение, хотя я нахожусь в столице Чувашии, это же должно быть логично. Но для меня это было таким удивлением и каким-то даже восторженным ощущением, потому что вау, в повседневной жизни все говорят на чувашском. Знаете, я благодарна художественному руководителю Валерию Николаевичу Яковлеву. Я сама чувашка, говорю на чувашском языке хорошо, поэтому я тоже хочу, чтобы здесь звучал всегда чувашский язык. Здесь свои традиции есть здесь, знаете, свой менталитет, он очень интеллигентный. Здесь такие красивые взрослые народные артисты работают. Диву даешься иногда, они как красиво говорят, как они себя красиво ведут. Вот, например, Нина Михайловна Яковлева, Нина Ильинична Григорьева. Им уже, они такие в солидном возрасте, но тем не менее, они, мне кажется, молоды в душой. Сам Валерий Николаевич такой прям живчик, умничка, мне очень нравится. Я думаю, надо же, и я рядом хожу. Поэтому для меня это честь, большая ответственность. По поводу планов, планы, конечно, большие. Они, естественно, фестивальное движение нужно дальше развивать надо. Не только фестивальное, но и образовательное, я уже сказала. Естественно, здесь должны быть какие-то лаборатории должны проходить. Мы говорим о проблемах. Здесь проблем тоже очень много. К сожалению, в 80-х, в 70-х, даже в 90-х годах очень много писалось. Пьесы писались. На чувашском.
в Чувашском. Сейчас, к сожалению, нехти много, сейчас мы заказываем. Поэтому надо лаборатории для драматургов надо провести, чтобы они с малых, чтобы они с малых лет, чтобы мы из школ уже вытаскивали, кто пишет на чувашском языке. С ними надо заниматься, их нужно направлять. Лабораторию, например, нужно делать для артистов, тоже нужно. Лабораторию режиссеров нужно. Вот сейчас уже у нас в апреле месяце проходит лаборатория режиссеров под руководителем Анжеев Борисом Ильичем. Так получилось, что он здесь, и он еще взял лабораторию. К нам приезжает 30 режиссеров. 30. Вы представляете, лучшие молодые режиссеры к нам приезжают. Нужно кого-то заманить, остаться, наверное. Они, конечно, приезжают сейчас со своими уже замыслами какими-то, но я хочу посмотреть, неужели, как говорят режиссеры хорошие, говорят, хороший режиссер может ставить на любом языке. Я уже там, у меня планы большие, не взять ли на постановку кое-кого, будем искать. А потом у нас приезжают в июне месяце, мы соглашение подписали с ГИТИС Фест, с ГИТИСом на теплоходе, 2 июня. Опять-таки они приезжают режиссеры, как будто бы читают они мои мысли, что я с кем бы хотела работать. Это уже хорошо. ГИТИС Фест — это, в общем, будет такой теплоход творческий по Волге. Они будут останавливаться, по-моему, в 6 или 8 городах. Это точно знаю. Нижний Новгород, Чебоксары, Татарстан знаю. Дальше, конечно, не все знаю, но, по-моему, в 6 городах. Но в том числе мы очень рады. Ходить в театр и работать, получается, здесь ставить какие-то этюды, показывать. Да, туда можем пригласить мы и любителей, туда можем завлекать наших артистов. Но мы сейчас планы строим. Это тоже какое-то новое движение. У нас с этого года в театре мы открыли для чувашскоязычных свою студию. Актерскую, но только чувашскоязычную. Почему? Потому что мы хотим в 2025 году отправить на учебу. Как получится, конечно. Нас с распростертыми руками ждет наш институт культуры, чебоксарский, чувашский. Но мы хотим еще дальше, в Москву. Для этого мы пригласили Князева Евгения Владимировича в конце марта со спектаклем. Он приезжает к нам со спектаклем «Пиковая дама». И я думаю, тогда хочу обсудить, можно ли попасть, я не знаю, 5-6 человек, актеров, отправить хочу в Москву. Потому что Москва есть Москва. Я безумно уважаю и люблю свою Чувашу. Я вообще патриот своей Руси. Поэтому здесь все-таки, когда артист, он должен напитаться еще тем воздухом московским. Там очень много артистов, там много театров, там много чего можно взять. Конкуренция большая. Да, конкуренция большая, там много чего. Поэтому моя задача отправить, конечно, в Москву, как получится. А дальше, конечно, у нас какие-то мастер-классы, какие-то эти форумы молодежные тоже хотим. Здесь мы хотели бы увидеть молодых людей, которые хотели бы показать свое мастерство, например. Почему бы чувашскую одежду не показать бы в стенах Чувашского драматического театра? Это у нас хорошее пространство, сейчас голубой зал. Здесь мы хотим в голубом зале сделать какие-то концерты. Очень акустика здесь хорошая. Планы большие, дай бог, чтобы у нас были силы, желание и, естественно, зрители и те люди, которые хотят это все делать. Я сама всегда к чему-то новому стремлюсь. Мне очень хочется что-то еще. Я сама все время пытаюсь учиться, читать, общаться, ездить, смотреть. И я тоже хочу, чтобы такая движуха была у нас в Чувашском драматическом театре. Да. Кстати, планов много, если это все будет, это прям супер, но мне кажется, в современном мире еще важно, чтобы про это узнавали. Нужен какой-то пиар, тот самый маркетинг, про который вы говорили. Да. Как будто бы сейчас, даже с премьерой Сеспеля мы пошли с подругой, и она узнала случайно, просто у нее прекрасная привычка заходить каждый месяц на сайт, смотреть афишу на весь месяц, что в репертуаре театров в Чебоксарах. Она сразу себе выписывает, что сходить. Так делают, мне кажется, к сожалению, не очень многие люди. А почему? Потому что нет специалистов. Не от того, что театры сейчас, мир меняется, театр должен меняться. В театре появляются новые специалисты, а их нету просто. Мы сейчас столкнулись с тем, что маркетинговый отдел мы в Чувашском драматическом театре открыли. Сразу видим какой-то результат. Да, там что-то получается, что не получается, мы все равно на своих ошибках учимся. Но я практически этого человека забрала с ТЮЗа, там сейчас оголилось место. Поэтому если меня слышат и слушают молодые люди, нам очень нужны такие креативные люди, которые могут нас дальше двигать. Это маркетинг ход, но нам нужен в театрах. Самое главное — желание работать. Нам нужны администраторы, которые могут тоже рассказать о наших премьерах. Не хватает их, знаете. Вроде Институт культуры заготовит этих специалистов, но они почему-то к нам только не идут.
Как только узнают, что это связано с продажей билетов, они все говорят как-то... Ну, естественно, мы будем помогать друг другу, у нас проект новый появляется, естественно, появляется о чем можно поговорить. Может быть, это тоже от нас зависит, от руководителя тоже. Но на сегодняшний день молодых людей ждем. Не хватает именно креативных, которые могут донести наши проекты до зрителя. Мне кажется, ну я просто скажу со своей колокольни, что есть какой-то страх, во-первых, что театр, ну и вообще какие-то госорганизации, это много каких-то барьеров. Ну, то есть, например, сейчас же, например, там все снимают клипы ВКонтакте. У меня, может быть, это моя ошибка, конечно, но театр не вяжется с тем, что здесь какие-то короткие клипы вообще можно снимать, распространять. Ну нет, почему? Можно снимать. Можно подготовку к спектаклю можно снимать. Можно, например, подготовка, как шьют наши костюмы, там, как декорации изготавливаются. Почему? Это можно, просто людей не хватает. Видеографов тоже нет, их очень мало. Они боятся, хотя есть у нас заработная плата, неплохая, я хочу сказать. Но, наверное, не хватает, потому что молодой человек на сегодняшний день хочет прийти, получить сразу. Вот да. Я это вижу, сама сейчас работаю в культуре уже более 20 лет, и вижу, как меняются, как бы скажем, молодые люди. Мы в молодости не так думали. Мы в молодости думали, ах, бы нас взяли, а мы там уже научимся. А сейчас они, может быть, с багажом приходят, может, поэтому сразу они хотят много. Но со временем, когда человек показывает себя с другой стороны, с хорошей стороны, мы, конечно, руководителей идем навстречу. Есть у нас и премиальный фонд, есть у нас стимулирующий есть, но нам нужно показать вначале ведь. Поэтому, наверное, мы немножко сейчас с молодежью отличаемся, наше поколение и нынешнее поколение. Нет, очень интересно, можно сделать. Если у вас есть такие люди, я только буду рада. Ну, если кто-то готов, даже здорово будет взрастить какого-то стажера. Конечно. Даже, знаете, я работала уже, конкретно работала директором в Театре юного зрителя на полную ставку. Я отправила на учебу людей даже на руководителя. Одна у нас девочка учится в ГИТИСе. На руководителя, потому что руководителей тоже очень мало. Мы отправили режиссером Дмитрия Михайлова, отправили тоже в Москву учиться. Мы можем даже направить на какие-то короткие сроки, отправить куда-то, чтобы получил человек какое-то образование или там какое-то вот направление. Но и мы среди театров тоже видно. Например, очень хорошо сейчас работает Русский драматический театр. Прекрасно работает. Об этом театр только говорят и говорят. На самом деле там креативный директор, там команда сейчас он собрал. Ну, собирал, конечно, он тоже долго собирал, но все равно. Поэтому я думаю, когда-нибудь, вот сейчас даже через эту передачу я кого-нибудь найду. Ко мне придет кто-нибудь. В общем, запрос на креатив в Чувашском драмтеатре есть. Да, мы рады, мы открыты. Вам говорит. Да, приходите. Здорово. А вот экскурсии вы запустили, да, по зданию? Да, у нас экскурсии запустили, но, конечно, до меня даже экскурсии были, но они были не так часто проходили. Мы сейчас работать хотим с нашими туристами. Мы готовим для них сейчас 3 программы. Программа основная на сцене, программа экскурсии плюс перепляс, программа, например, для VIP гостей тоже. Сейчас у нас появятся экраны на сцене и в голубом фойе. Мы можем даже показать короткие какие-то фильмы, можем показать. А вот приезжает, например, турист, он не знает, куда попал. Хочется узнать, вот сиюминутно узнать хочется, чем дышит Чувашия, какие там направления продвигаются, где мы первые, что у нас развивается, какая у нас промышленность, какие у нас сельскохозяйства и так далее. Мы можем это все показать. Поэтому с этого года мы вплотную работаем с туристами, дай бог, чтобы все получилось, а дальше уже будем смотреть уже на федералов. Может, у вас есть положение такое, прям как встречаете всех с теплохода. Да, недавно даже была я в Москве, в Росконцерте, они говорят: Елена Васильевна, там у вас что за адрес? Я вспоминаю, я знаю, говорю, там у вас Красная площадь. Да, говорю, Красная площадь, всем, говорит, сам Бог вам велел, говорит, этим заниматься. Поэтому я жду, мы на самом деле очень на хорошем месте находимся, у нас здесь можно миксовать все, что угодно. Да. В летнее время можно с молодежью тоже можно работать. Но иногда не хватает, вы знаете, нам тоже не хватает каких-то креативных идей. Поэтому нам нужны молодые люди, которые нам подскажут еще. Могут даже написать там директору театра, Чувашского драмтеатра, хотелось бы вот это видеть, вот это, а мы бы уже вместе могли бы запланировать какие-то идеи, воплотить даже немыслимые какие-то идеи. Мы открыты на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы молодежь пришла к нам в театр. Не только смотреть спектакли. Что им интересно на сегодняшний день? Это тоже важно для нас.
комьюнити, мне кажется. Ну, лично мне, например, очень интересно собираться, потому что сейчас очень много всего в онлайне. Ты работаешь в онлайне, чаты, госуслуги те же самые, да? А вот И плюс спектакль с Петром. А вот поводов для встреч, для обмена мнениями в каком-то красивом, таком вдохновляющем месте, ну, маловато. Особенно, например, вот в Чебоксарах, я, поскольку работаю сама в Москве, приезжаю сюда, мне не хватает именно вот красивых пространств. У вас очень красиво. Вот я была на экскурсии, и он такой большой театр Чувашии, можно сказать так, потому что историческая сцена потрясающая, очень такая прям атмосферная, настоящая театральная классическая сцена. Ну да, за 106 лет, конечно, история богатая очень. Люди, можно рассказать здесь о людях, о здании, ну обо всем можно, да. Архивы у вас, наверное, Архивы какие-то хорошие тоже есть, да. Мы сейчас потихонечку вытаскиваем, но это потихонечку. Я думаю, что тоже доведем до ума. Вот для этого, наверное, мы пришли в этот театр для того, чтобы немножко поменять. Да, очень хочется. А вот про репертуар. Каким вы видите вот репертуар в ближайшие 10 лет Чувашского драматического театра? Ну, наверное, Сейчас просто, простите, что перебила, но он кажется немножко таким, все-таки ориентированным на более старшее поколение, наверное, да? Да, к сожалению, сейчас, наверное, средний возраст нашего зрителя — это за 50. Это тоже меня немножко беспокоит, я тоже слежу за этим, вижу. Благо сейчас у нас аншлаговые спектакли тоже появились. Но знаете, я сужу как менеджер. Есть у нас художественный руководитель, который все-таки это выстраивает. Туда я не часто заглядываю, но я хотела бы видеть классику, чувашскую классику на современном языке, современной постановке. Вот, это нужно. Я же говорю, если не мы, то кто передаст? Это очень важное направление. Нужно, естественно, каждому театру надо иметь и современные классические русские спектакли. Это нужно обязательно, но с хорошими режиссерами, которые понимают сегодняшнюю молодежь. Они ставят как раз вот по-молодежному. Вот это я вижу. Дальше я вижу, конечно, это какие-то большие фестивали, не только драматических театров, но какие-то фестивали режиссеров, фестивали, например, детских национальных театров. У нас, к сожалению, национальных детскую тему мы не берем. Хотя есть на национальном языке, я всегда пример беру с хорошего. Язык с детства, да, спектакли. Уставная деятельность у нас здесь в основном это спектакли. Хорошие, добрые, поучительные даже для молодежи и для старшего поколения. Вот такие перспективы для меня. Сейчас вот говорят, что какой-то начинается такой чувашский ренессанс. Да и вообще не только чувашский, я думаю, вообще какие-то национальные темы становятся очень популярными. Был какой-то такой в 90-е, наверное, такой, не знаю, промежуток, когда все старались выжить, и как бы отошла культура немножечко на задний план. Сейчас там выросла молодежь, она ищет себя тоже, да, и как-то хочет себя найти. Я вот недавно думала о том, что вот были же дягилевские сезоны в Париже, такие яркие, эффектные, когда звали там ведущих художников, да, российских оформлять. Почему бы не сделать какой-нибудь такой чувашский сезон, когда там какие-то классные художники чувашские оформляют сцену, что-то такое. Вот не думали в каких-то коллаборациях? Думаем. Вы как будто читаете мои мысли. Думаем. Но это, знаете, это в пятилетку, наверное. Я же сейчас план ставлю на пятилетку. Наверное, к концу пятилетки мы, наверное, к этому дойдем. Да, конечно, почему бы нет? Должно быть модно. Мы этим и хороши. Вы знаете, мы же не серая масса. Нет. Вот. Национальный театр, национальный регион — это такие красоты, красавицы девочки. Они уникальны, по-своему уникальны. Почему не показать свое? Поэтому я хочу, чтобы это стало модным. Вот тогда у нас будет и развитие, и интерес, и мы должны становиться сами модными, вот, а потом за нами потянутся. Поэтому у нас тоже есть такие планы. Они, конечно, глобальные такие, большие, но кто же не мечтает? Какой солдат не хочет стать генералом? И мы точно так же мечтаем. Я думаю, что у нас все получится. Какие спектакли вы посоветуете посмотреть и в ТЮЗе, в Чувашском драматическом театре, вот в первую очередь, начать знакомство? В ТЮЗе я предложила бы вам посмотреть спектакли «Шинель» Гоголя, «Метель» Пушкина, «Куку-кущуле» Юхма-Миши, Шуржамга, тоже Юхма-Миши, Марины Корягиной, Щеникунаджи, детские спектакли Чуваш Юмахзим Ибрагимова, Байрас Надимовича. В Чувашском драмтеатре Константина Иванове «Вриюн Чемчичун» поставил Валерий Николаевич, «Раб дьявола» в постановке Натальи Алексеевны Сергеевой. Так, «Мранька»
Ну, это Маранька, вы, наверное, помните все, в свое время читали, это пятитомный роман был, все знают, и знаете, он, наверное, сейчас идет 7-й раз с аншлагом. Я иногда выхожу и вижу с дальних районов людей, и мне так это радует. Значит, они помнят, они пришли, то, что прочитали, хотели посмотреть на сцене. Анне Распутина хотела бы предложить. Ну, я предлагаю все посмотреть, потому что тогда у вас представление будет, как развивается, как вообще живет театры. Нужно детские театры, в театре «Юный житель» все нужно посмотреть. Они очень такие яркие, красивые. Недавно мы поставили спектакль «Снежную королеву». Там поменяли немножко, написала Рената Насибуллина, постановки ремизационированной. Знаете, там очень интересно. И дети, которые приходили, я видела семьи, которые приходили 2-й раз, потому что там у нас идет цифровизация, там у нас экраны задействованы. Там, когда выходит олень, как будто бы он живой выходит прямо к зрителю. Дети прям сидят. Поэтому надо увлекаться, надо смотреть, надо анализировать, нам нужно писать, говорить, что вы хотели бы, самое главное, посмотреть, потому что мы ведь тоже хотим, а может быть, неправильно мы идем. Когда есть диалог между театром и зрителем, это очень помогает нам, это очень здорово. И я всегда открыта, как директор, как руководитель театра, хочу сказать, в диалоге находится какая-то вот изюминка. Пишите, звоните, всегда мы рады. Спасибо. Ну, сейчас я подумала, что, кстати, очень крутой продукт, такой, сейчас же очень много чуваш живет там за пределами Чувашии. Ну, на выходные, например, запланировать тур в Чебоксары с посещением Чувашского драмтеатра, с экскурсией. С экскурсией. Здесь рядом у нас Ефрем Гужа ресторан есть чувашский, знаете. Здесь мы что-нибудь еще придумаем еще, поэтому это очень хорошо. У нас есть красоты. Места красивые. Когда к нам приезжают, многие говорят, какой у вас красивый, чистый город. Я ведь тоже часто езжу, я смотрю сразу, вроде как бы вливает очень много, а здесь красоты, чистоты нету. Когда приезжаешь к себе, все-таки наш город, наш регион, он для комфортного проживания. Я даже своим детям говорю, я никуда бы, никогда бы не поехала, потому что мне хорошо живется здесь. Я люблю свою Чувашию, я люблю свой язык, я люблю всех, поэтому лучше живется, где ты родился. Поэтому я призываю жить в Чувашии в комфорте. Спасибо большое. Спасибо. С вами был подкаст «Антокола». Слушайте нас на всех, наверное, площадках для стриминга. Смотрите в YouTube, ВК, подписывайтесь в Telegram. Теперь для получений, как говорится. Театр Агильзигур и Брисрек Детпер. Антокола.